Итак, друзья, день пограничника 28 мая продолжается. Сегодня вечерней проверки у нас нет. Сегодня мы целый день занимаемся переработкой пойманной рыбы. Вот здесь вот на столе в данный момент улов сегодняшний, вчерашний и позавчерашний вечер. Коротко сейчас включу кадры. Сначала позавчерашний. Вот такая вот дружная компания. Чуть больше половины ведра 20-литрового. Это железное ведро 12 литров. Потом вчерашний. Вот наш улов. Почти полная двадцатка, но не полная. И улов с сегодняшнего утра. Смотрим улов. Ну, в принципе, так же, как и вчера вечером. Может быть, чуть-чуть на пару язей меньше. Вот. Как вы сами видели, здесь 3 20-литровых ведра, больше половины. В общем, если бы я сюда выставил вот эти все 3 ведра рыбы, пойманные за 3 дня, вы бы сказали: сколько рыбы, да куда тебе столько, да тебе что, жрать нечего, что ли? Ну, куча этих комментариев, которых вижу. Сейчас вот я просто наглядно хочу показать, сколько получается переработанной рыбы. Вот сегодня целый день, ну вот приехал после проверки, пообедали, и целый день мы занимались разделкой рыбы. Вот остался последний небольшой язик. Примерно я сейчас покажу. Он уже очищается сначала чешуя у рыбы. Вся очищается. Потом это дело все промывается, чтобы не было ни одной чешуинки желательно. Все. Потом отрубается хвост, отрубается голова. Это ничего у нас не выкидывается. Это все у нас складывается. Вот. Придумал. Вот замораживается вот таких вот контейнерах. В будущем это все у нас будет вариться туману. С кашкой еда будет вариться. Вот. Получается, здесь только нет кишков. Кишки получилось где-то вот с 3 ведер, где-то примерно вот такое вот ведро получилось. Чуть меньше ведра. Вот так вот где-то было кишков. Это там желчь, там содержимое кишечника, в общем, неприятно пахнет. Это мы все выкинули, это не будем оставлять собаке. Оставляли только пузыри, головы, хвосты. И вот получается вот такая вот тушка. Вроде бы тоже, да, вот нормальная это язь. Что мы делаем? Отделяем от него ребрышки. Вот это все ребра. Эти ребра у нас идут на зажарку. В кляре, в муке, в масле. Кто как может, тот так и жарит. Есть ролик. Вот здесь оставлю сверху ссылочку. Как мы это все делали, зажаривали. Потом перекручиваем с помощью электромясорубки фарш. Вот мякоть получается. Вот такие вот пакетики. Это уже готовые котлеты. Просто не котлеты, это рыбный фарш, вернее, без соли, без специй, без лука, без ничего. Сюда Валентина потом добавит лучок. Опа. И получаются вот такие вот шикарные котлеты. В общем, почему целый день? Смотрите, кто как делает, я не знаю, я делаю по-своему. Вот. Чтобы отделить ребро, я вот беру спинной плавник, анальный плавник получается. Вот, в районе этого плавника сначала делаю надрез, выше плавника получается, хвостовая часть здесь остается. Хвостовую часть не берем на зажарку, потому что в нем очень много мелких костей. Здесь, в ребрах, мелких костей нет, от слова совсем. Здесь только вот эти крупные продольные кости, крупные кости. Мелких костей, вот выше спинного анального плавника, и до спины получается. Здесь мелких костей нет, здесь только крупные кости и зажарка. Я сам по себе рыба в жареном виде очень даже ничего.
но мелкие кости все портят. Мы как раз вот получается освобождаем. И получается практически по суставам, где они начинают с позвонка резать, притык-притык, отрезаю вот так вот. Все. Все. Вот получается вот такая вот. Здесь нет мелких костей, здесь только кости крупные. Все, это готово. Это мы также порционными кусочками, Валентина говорит, по 12 штук. Вот по 12, это 6 язей получается. И как раз получается на зажарку на сковородку. Вот, остается вторая половина. Также отделяем сначала так. С этой стороны неудобней. Вот. И также рядом с позвонком. Не ребра режем. Если резать ребра, то часть этих ребер попадет в фарш, что тоже нежелательно. А так, вот, получается, вот такая красота вот получается с плавниками. Ничего страшного, не надо это ничего убирать. Все это зажаривается, этим не подавишься, это можно плавнички потом в жареном виде очень хорошо обглодать. Вот это вкусняшка редкостная. Выбор хозяйки только в чем жарить. В кляре, в муке, в масле, много разных способов. Но здесь вот мелких костей нет, только крупные. Тоже отличный продукт. Полуфабрикат, можно сказать, получился. И самое муторное, это вот остается у нас, смотрите, что остается у нас от язя. Когда мы все убираем, убираем кишки, убираем хвост, убираем голову, остается мякоть, это вон. И тут вот как бы, кто как все делает, я вот стараюсь как бы тоже, да, получается немножко это долго, но вот вдоль позвонка притык-притык, вот так вот раз. Так, вот у меня где-то получается. Так. Вот. Это получается немножко мякоти сюда. И то, что вот немножко здесь даже вот осталось, потому что почистую отрезать невозможно, это мы все ножичком вот так вот выгребаем, чтобы как-то можно больше взять мякоти рыбы. Вот так вот. Это все потом перекручивается. Вот, и вот представьте, сколько времени уходит на разделку рыбы, если вот на одного язя уже практически разделанного. Вот. Уходит у нас столько времени. Это, если вот это зажарить, да, будет вкусно, но устанешься плеваться, потому что мелкие косточки будут как иголки. Так что, ну никак. А перекручивая через мясорубку, получается, это все перемалывается, и они не чувствуются совсем. Кто-то перекручивает полностью язя, говорит, да, что там мучаться, и вот так вот целиком мясорубку его. Во-первых, шестеренки не выдерживают вот в этой мясорубке. Во-вторых, все равно, как что ни говори, а кости чувствуются. Да, это быстро. Да, не надо возиться. Как бы возни никакой. Но, во-первых, чувствуются кости, все равно это не то получается. Вот так вот чистая мякоть, когда получается намного вкуснее. Вон, тут чистая мякоть получается без костей. Котлеты получаются пышные, мягкие. Кто-то добавляет туда сало. Мы не добавляем ничего. Немножко хлебушка, да? Хлебушка, мякоть. Чуть-чуть так. Ну, это на любителя. Кто-то может добавлять сало. Это уже рецептов куча всяких разных. Вот.
в принципе, все, ай-яй-яй, все готово. Вот, теперь у нас остается вот это, буквально, что осталось, перекрутить через мясорубку. Я так думаю. А вот это все у нас идет отходы. Позвоночник тоже не выкидываем. Все это потом с кашкой сварится, и туман благополучно это все ням-ням. Сейчас мы это все просто докручиваем. И потом мы сейчас специально достал весы, взвесим, сколько трех ведер, это, грубо говоря, больше 30 килограмм рыбы, я точно не взвешивал, но не менее, я так думаю, 35 килограмм рыбы, сколько остается всего полезного продукта, то есть фарша и рыбных ребрышек. Сейчас мы это будем взвешивать. Ну, как крутим через мясорубку, я думаю, никого с костями, кстати, крутится намного тяжелее. Бывает, даже шестеренки не выдерживает. В улове было также несколько окушков, 5 или 6 штук, я не помню точно. Мы тоже их пустили на фарш. Ребрышки, естественно, с них мы взяли иголки, голову, все это убрали, оставили мякоть на фарш. Ну как-то вот так. В принципе, все готово. Теперь это мы все раскладываем по пакетам, помоем руки и сделаем контрольное взвешивание. Сколько получается полезного продукта, грубо говоря, с 35 килограмм рыбы. Так, у нас от рыбы остается полезного вещества все меньше и меньше. В принципе, все готово. Вот это тоже практически отходы, но не совсем. Это у нас собачки. Это у нас получается вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 комплектов ребер для зажарки, 8. И получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 брикетов для котлет. То есть 8 раз можно будет зажарить ребрышки, 8 раз можно сделать котлеты. По весу давайте посмотрим, сколько у нас осталось. Ну, примерно, говорю, с 35-40 килограмм рыбы. Так, давайте сначала ребрышки взвесим. По нолям. Шесть 615. 6 килограмм 600, запомнили, да? 6600. Это у нас ребрышки 6600. Сколько у нас рыбного фарша сейчас весим? Красиво брикетик отсюда, сейчас помельче. Шесть 600 ребрышки, вот 6600 по нолям.
8400. 8415. 8400 и 6600. 15 килограмм. 15 килограмм. С 35 килограмм язя минимум 35, может даже больше было, около 35-40. 3 проверки, грубо говоря, 3 ведра, вы сами видели, сколько это. Получается 15 килограмм полезного вещества. Остальное 20 выкидывается. Это вот еще здесь нету кишков. Кишки выкинули, я сказал, больше половины ведра было кишки. Вот. Ну и в принципе это как сказать. Вот это с одной стороны это тоже отходы. Вот. Это позвоночники, на которых тоже немножко мяса есть. Вот позвоночники. Вот и здесь головы и пузыри. Головы, хвосты и пузыри. Здесь то же самое. Головы, хвосты и пузыри. И здесь головы, хвосты и пузыри. Это собачий корм вместо куриных лапок. Туман обожает у нас рыбу. Бедный Марс тоже любил, он целиком этого язя даже съедал. И вот этих голов и позвоночников у нас также 6600 копейками. 6,5. 6590. Тоже 6600. Голов, хвостов и позвонков. 15 и 6, 21 600. 21 600. Грубо говоря, вторая половина это у нас кишки. Получается, да? Чешуя, кишки. Вот. Что у нас получается? 3 ведра рыбы 20-литровых. Вроде бы много. А фактически вон полезный то, что остается, не так тоже много получается. Так что, почему я это все взвесил, почему я это все показал? Потому что вот диванные критики, эксперты, которые пишут, что, как, почему, куда вам столько рыбы, вот популярно объяснил, куда нам столько рыбы. И вот таких заготовок еще я планирую сделать хотя бы раза 2. То есть еще получается 3 проверки, еще 6 проверок, как минимум 6 ведер рыбы я планирую еще поймать. Потом продольники поднимаем, потому что фарша будет достаточно, ребрышек достаточно. Соленой рыбы, я сказал, уже 4 ведра солили, достаточно. Потом начнем следующий сезон. Вот. Это коротко о заготовках, о переработке язя. Конкретно язя, что мы делаем с язем. Вот это так. Соленую мы будем коптить. Вы это скоро все увидите. А сегодняшняя проверка вечерняя. Не просто так я занимаюсь тут такими делами. Сегодня вечером Серега мой друг, вы уже видели много раз его в кадре на канале, отправился сегодня вечером с сыном Матвеем проверять продольники. Как это получилось, я попросил его: Серега, будь добр, засними все, как получится. На телефон хотя бы, лишь бы горизонтальным. Как это у него получилось проверить, как это у него получилось заснять. Я попрошу у него скинуть мне на телефон. Я это все смонтирую, и мы прямо сейчас это увидим. Так что приятного просмотра. Посмотрим, как Серега с сыном Матвеем проверяют наши продольнички. И посмотрим, какой у них получился улов. Ну а я с вами сегодня прощаюсь.
погранцов еще раз с праздником. Я понимаю, этот ролик выйдет уже чуть позже, но лучше позже, чем никогда. Сегодня 28 мая 2023 года. Как-то вот так. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Вот собрались мы на рыбалку. Проверять продольники. Матвей, расскажи, какие у тебя планы? У меня планы поехать открыть продольники, поймать немного рыбы, ну хотя бы немножко. Ага. Себе заберешь или поделишься? Поделюсь и себе заберу. Угу. У вас, Валерия, какие планы? Рыбачить будем? Я рыбачить. Рыбачить идешь, да? Все ясно. Вон такая красота. Папа впереди. Поехали. Выезжаем с берега. Скоро будем рыбу смотреть. Если рыба будет... Готовы? Да. Если рыба будет, я буду радоваться. Но даже если не будет, я все равно буду радоваться. Потому что я просил ездить на рыбалку. Вот и есть. Давай я как-то. Подъезжаем к следующему продольнику. Проходит, не знаю какая рыба, но Загадываем желание. я хочу, чтобы... Нет, загадываем, какая рыба попадается. Я загадываю, что 2 езя. Щука. О, это было бы прикольно. Ну все, пошло. Так. Пойдем. Дайте я. Кто-то живет, наверное. О, да, кто-то живет. Дергает кто-то? Да нет, пытается, но хочет на дно уйти. Так, кто-то хочет Кто-то уйти на дно. Слушай, как будто щука. Я. А, есть? Ага. Мощный! О, неплохой езек такой попался. Так, Его. поднимаем его. Тресь. Вот это есть. Вот это език. Сходится вроде бы. Крупный? Очень. Ну да, так, хорошенький такой. Нет, да, никого нет. На, положи его в ведро. Тихо, тихо. Успокойся. Успокойся ты. Он в бешенстве. Вот Сейчас выпрыгнет. Тебя сейчас нужно. бешенство. Следующий? Нет? Нет, живцы нужны. А, живцы Папа не нужны. угадал. Один езд попался. Давай живцов. Зато какой? Как два.
Давай постой. Да, на рыбу посмотри. На рыбу хочешь посмотреть? Да. Покажи эту рыбу. Это малявка. Это малявка. Понятно? Смотри, следующего. Это что, им прививка? Хорошо, когда есть помощник. Что, это прививка? Да? Малявкам? Да. Да, укольчик небольшой. Небольшой укольчик. Укольчик небольшой. Да. Ну, на этот крючок уже для него большая иголка, конечно, это. Ну, тоже крючки были пустые, значит, язь уже все пообедал уже тут. Нет, он в обеде, наверное, поработал как-нибудь. И, ну, хотя бы, кто-то один из... Я загадываю 2 язя. Я заказываю, наверное, 2 окна. Или один. О! Не, здесь только металл. Наверное. Ну, кто-то слабенько дергает, да? А, это никто. Вроде бы никто. Вот Кто же, кто же, кто же, кто Нет. же? никого нету. Пусто? Да, и такое бывает. Готовь живцов. Этот продольник пустой. Потому что этот продольник очень такой... Очень такой вкусный. И его начали кушать, ну... Не, Все рыбы подряд. Не, крючки-то пустые. Ловилось, значит. Значит, пытались... Попадались, срывались. Давайте. По одному. Там несколько. Чьёковский. Или пара. Матвей, смотри, такие они уголочки. А рыбы? О, все наесть. Спокойно, спокойно, спокойно. Чтобы не сломать ее ничего, чтобы она жила. Чтобы Да, осталась малявка смотри. живой, нужно... Вот у малявки, вот видишь, есть хребетик тут. Надо чуть выше хребта. Совсем немножко, чтобы не зацепить позвоночник. Не зацепить ее на позвоночник, да. Я не могу, мам, Все. И так она будет жить. минимум сутки. Все, мама. Сутки? Сколько? Так, давай еще живчика. Хорошо. Давай, живчик. Живчик, опа. Есть. Подожди, еще живчик возьму. Так. Давай, быстро. Первый продольник, который пустой. Первый. Остальные вроде бы все по одной рыбке, но все равно были. По 2 даже. Давай, все. Все, больше не надо. По 2 якорь кидаю. Хорошо. О, вот это металл. Так. Ну-ка. Я Готов? якорь кидаю. Якорь будешь кидать? Давай. Подожди, подожди. Почему мы туда доедем? Туда доедем? Он стоит. Давай. Кидай груз. Только далеко кидай. Раз, два.
Будете загадывать, кто попадется. После последнего продольника что-то даже неохота загадывать. Ну, загадываем. Ага. О, вижу, кто-то дергает. Езек. О, Дайте. Дай-ка большого езята сниму. так, это кажется язина. Давайте посмотрим, кто это, кто это, кто это, кто это, кто это. Язь! Вот, поднимаем, вот язек. Есть контакт. Я же сказал язь. Так. Как выглядит язь? Вот он как выглядит. Давай язь. Смотри какой. Берешь его? В лодку уберешь его? Смотри какой шершавый. Держи. Давай я. Оба-ба-ба. Спокойно. Так, следующий продольник. Что загадываем? Загадываем два язя. Одного я точно чувствую. Дай мне. А, там еще кто-то есть. Вон там вот окушок идет. Вон там. Теплый, неплохой. Закрутился. Давай я достану. Держи. Так, Там огромный язь. откуда ты знаешь? Не знаю, вон, видишь, он такой. Да, дергает неплохо. Это язек. Вот такой вот громадный язь. И мелкий окушок. Ай. Спокойный. Папа выиграл, он угадал. Смотри, какой Валерия. О, На, держи. Клади в ведро его. Ага. Держи, чтобы не убежали. Там еще один был, но ушел, пока сейчас поднимали. Мгм. Был, да? Кто? Тут много живцов надо, Матвей. Одна, спокойная. Длинный продольник. Очень Давай. хорошо. Все. Один окунь, один язь. И на том спасибо. Давай живцов. Сейчас да. Там крюк в лодку зацепился. Так. Рыбачки. Девчонки. Несколько раз вышли мальчишки, сейчас выйдут девчонки. Мальчишки свою норму выловили. Мама, а леску в другую сторону есть? Кто-то дергается. Да, ну и хорошо. Леску в другую сторону возьми. Да, чтобы на бутылки не накидать. Так, снимаем. Только крючки в лодку. Это окушок. Окушок. Навряд ли это окушок. Кто-то в глубину тянет. О, это не окушок. Почему? Там сзади точно язек. Это окушок. Миленький окушок. Ура! На. Все, свалили. Еще есть кто-то? Есть, да. О, это вниз тянет. Большой, слушайте. Ну, тащи. Может быть. Не-не-не, давай, поднимай его. Опа. Еще Ура! 5 раз я. Ой, я жив. Стой, надо язячка опустить. О, глубоко вырвал. Давай отнесу язя. Он намного твердый. Все. Дай язя. Тихо. Да. Валерий, дай. Почему Валерия? Ну пусть отнесет. Она не умеет. На, держи. Ты держишь? Все, кидай. Сиди. Кузовок. Все. Я же сказал, по-любому язь Все, будет. насаживаем. Молодцы, девчонки. Это рыбу зовут? Это рыбу. Так, поехали. Так, это к борту. Угу. Давай я. О, уже окушок. Пошел уже окушок. Все. Окуня отцепляй сразу. Дай мне. О, язёк.
я яйца достану. Подожди. Крючок неплохой. Там такой крючок есть. А это рыба зовут Колбаса. Не отдает, смотри. Оставайся ты. Что там еще, Матвей? Аккуратно. Подожди, он сейчас... Он сейчас выйдет. Не получается? Ну оставь его пока. Доставай другого. Мам, подожди. Дай я достану. Дай. На. Молодец. Дай. Отцепил гиганта. Покажи. Вот, какой язёк. Ну, молодец. Давай, убирай. Еще что-то есть, да? Не драться, знай. Да. Ага, еще Ой, один. Сколько там язёв еще будет? У меня вопрос. О, какой спокойный. Ну и даже я его смогу достать. Давай есть как. О, вредина. Это крайний крючок? Нет, еще. Мгм. Вот. Открывай. Открой сначала. Ведро открывай. Не драться, знай. Так. Все. Ну все, этого закидывай, ёршика. Сейчас будем насаживать. Кидай, Валерия. Молодец, кино. Сейчас достают мальчики. Если мальчикам что-то достается, то поздравляют девочек. Ой, Девочки поздравляют мальчиков. девочки поздравляют мальчиков. А если мальчики не поймали ничего, а девочки поймали, то, скорее всего, мальчики будут девочек поздравлять. Понятно. Еще будете проверять? Нет, нет, снимай. О, это, проверяй. По очереди. Рыбка! Вот рыбка! Смотрите, какая твердая рыбка! Рыбка! Это что, рыба? А, дай. Вот, кто-то есть. Это что, рыба? Так, это у нас кто? Загадывай, папа. Это окунь. Нет, это, наверное, ясь, да? Тащи. Окунь. Есть. Ух ты какой. Окунь есть. Там коряга попалась точно. Не трогай, Валерия, лезвие. Почему? Опа. Это только один, да? Коряга попалась точно. Давай я вытащу, я даже смогу. Кто отнесет? Давайте, супер рыбак. Ой, лежи спокойно. О, а вот это что за рыба идет к нам? Щука. Да. Такая рыба ловится на продольнике. О, Отцепилась? Рыба плохо, отцепилась. что оцепилась. Надо было в лодку да это, на берег. Еще раз попадется, наверное. Может быть, нет. Птички поют. Дождик прекратился. Дождик прекратился. А он уже давно прекратился, вроде бы. Нет, чуть-чуть, как будто бы даже моросит. Не, сейчас он начнется. Давай мне. Кто попался, как ты думаешь? А, ты там окуня загадал, ты угадал, да? Да. А сейчас кто? А сейчас Это, наверное, кто? Ять. или кто там? Давайте окунь.
Ну, первого окуня вижу, вытаскивай. Первый окунь это есть. Так, Второй. О, малявку даже не съел. как это он так? Оплофанился. Малявка, скорее всего, на лезвие прошло. По лезвию. Ну-ка. Где там ведро с рыбой, Валерия? Валерия, отойди. Рыбка. Второй окушок. Пап, давай я достану. Окушка. Давай, давай. Это не окушок, А кто? Есть. это хариус. Папа, Знаете чего? хариус попался один. Смотрите взад. Вот такой вот красавая была. Посмотрите там взад. А что там? Что там бутылок? Да, продольники там стоят. Вообще мало кто за это делает. Выпендрежники. Вообще никто не хочет. Да, кто-то попадался тут вон, запутал. Мама, я малявочек готовлю. Потрогай. Так, теперь нужны живцы, Матвей. Тут много съели. Давай. Не забудь, у меня добавки для этого рыбка. Так, здесь рыбка есть. Все. Не надо больше. Бутылки, Матвей. Бутылки. Так, в эту сторону. Раз. Два. Папа, на всякий случай. На всякий случай. Что там у тебя? Рыбка? Малявка? Да. Сфотографируй ее. Красивая, да. Угу. Дай мне малявку. Подъезжаем еще к следующему продольнику. Убирай мотор. Поднимай, поднимай. Все, теперь наша очередь. Матвей. Да. Давай, давай, опять. Тебе одну или не одну? Давай, хотя бы так. О, я. Подожди. Тут что-то запуталось. Уже есть попался, видишь? Подожди. Мама, смотри, я поймала рыбку. Ага. Ой, такая. Это я отсюда поймала рыбу. Это у нас попался ясь первый. Не знаю, кому достанется, но как-нибудь поделим. Поделим. Между собой поделим. О, какой гигантус. Ну-ка, ну-ка, где? Покажите. Смотри, какой большой. Ого. Смотрите, ой, сгибается. Стой. Убирайте крючок. Ах ты ж. Все, на всякий случай, папа, есть большой. рыбка. Откройте ведро, пожалуйста. Давай. Ой, бешенство. Закру. Что, второй? Или все? Давай, малявок. Мам, еще эту рыбку сфотографируй. Малявок, давай. На, Валерия? малявку. Пап, малявка. Все, малявки закончились. Заканчиваются Раз. уже, да. Пап, там их очень мало. Папа, Папа, нам еще много проверить надо. Там еще нам еще надо проверить давай. много, так что мы еще не прощаемся. Там еще столько предстоит открыть. Столько. Проверить продольников, да, еще? Да. Посчитай. Следующий рыбак хочет достать рыбку. Ну, это не рыбка. Это железо. Так. Это железо. Есть что-нибудь? Да. Пустой продольник. Продольник пустой, смотреть нечего. Ну все, тогда оставляйте. Так, 3 рыбака тянут. Один якорь. Да. Сразу в сторонку это все? Ага, вот туда. Веревку тоже надо в сторонку. Что там у нас? Там у нас, наверное, окушок.
Попался кусок, Что-то крупного ничего не видать. только один мелкий. Мгм. Вот такой вот кусок у нас. Ну и то, молодцы. Дай. Сам будешь? Давай. Так, ладно, я червяков пока поищу. Давайте. Колется, да? Смотри, папа, тут пока Ну. стоит. Это пойдет еще, да. Это еще пойдет. Там все нормально, да? Это еще пойдет. Так, Помогай. девчонки начали тянуть рыбу. Мальчишки уже протянули свою рыбу. Вот, сразу к тому борту. И веревку тоже надо было. Ну ладно. Есть. О, Все, попался ясь. не вижу. Попался ясь, это точно. Кто-то, да, попался. Опытный ясь. Ясь. О. Есть. Целых двое. Так, присоединяется рыбак. Да, мне. Плов. На, Валерия, на место. Сейчас еще один плов пойдет. Быстрее, Смотри. Хвост. Да хвост у нее. Да я не знаю, такой. Красота. Давай мне. Сиди. Дальше что, давай. Любопытные варвары какие-то едут. Что, вся? Давай быстрее. Насаживаю? Давай. Давай. Все, молодцы. А Матвей уплывет на езде. Опять, наверное, ези буду. Вот, точно. Смотри, природ. Ну, по Матвею я не вижу. О. Так, тяни. Давай. Этот ясь пытался убить кого-то. Давай. Иди ко мне. Раз. Раз ее. Кузовок. Раз. Давай. Ловите эту рыбу. Ловите ее. Ой, Ловите. рыба убежала. Еще кто-то. Подожди. Ловите эту рыбу. Сама лови. Ты же рыбачка. Ну-ка, давай скорее ее. Кидай. Вот, молодец. так. Умница, давай этого еще. И закрывай его. Пять больше, чем Валерия. Я хоть и меньше, но сильнее Валерий. А да, спокойные вы теперь. Теперь вы спокойные, смотри на них. Спокойные, да? Они не очень спокойные. Как они вылезут, они сразу становятся какими-то не очень. Ну пусть там сидят. Все, лодка на берегу. Все в порядке, якорь кинули. Вот такой улов. Красавцы езида. Окуня. Все в порядке.